Никто не может с точностью ответить, что с ним станет через час, неделю или год. Так и жители дворов по улицам Калинина и Чебоксарска абсолютно не предполагали, что в их дворе установят вышку сотовой связи без их ведома и тем более разрешения. Но последнего, как оказалось, и не нужно. Вопрос не вы первый поднимаете. Я скажу честно, у меня была инициативная группа жителей с этого микрорайона. Они тоже высказали свои опасения по поводу того, что данная, значит, вышка сотовой связи, как они ее называют, установлена, по их мнению, в довольно опасной близости с местом их проживания и может нанести серьезный вред здоровью и угрозу их жизни. Я скажу честно, что, значит, данная вышка, она действительно установлена на земельном участке частного владения. То есть собственником данного земельного участка является не муниципалитет. Значит, в меру своих особенностей разрешение на строительство таких вышек, оно не выдается. То есть в меру своих конструктивных особенностей. Поэтому, наверное, на каких-то договорных отношениях между собственником земельного участка и, значит, организацией, заинтересованной в установлении данной вышки, возникло вот это, значит, право одного предоставить земельный участок, а других на этом земельном участке построить данное сооружение. Мы решили воочию посмотреть на объект спора. И видели бы вы наше удивление, увидев вместо обыкновенного собрания жильцов во дворе целый митинг с транспарантами. В нашем дворе без нашего разрешения, без наших подписей соорудили вот эту вредную вышку. Будет происходить излучение. Здесь у нас детские 2 площадки. Дети будут играться, их эта радиация будет облучать, эти радиоволны или как их назвать. Мы против. Почему нас не спросили и соорудили без нашего спроса вот эту вредную вышку? Она нам не нужна. Просьба убрать ее как можно скорее. Я сколько ходила с рабочими, ругалась, говорю, не делайте, дождитесь разрешения суда. Потом начинаете делать. Зачем вы без нашего спроса вот эту вышку поставили, которая вредная? Здесь садики, школы. Детей много. Здесь это молодые семьи. У всех маленькие дети. Они что, решили облучить наших детей? Когда дают разрешение таким людям, собственникам жилья этой земли, почему-то никто не интересуется, согласны жильцы с этой постановкой или нет. Вот в данное время должны находиться здесь, на этом собрании, Роспотребнадзор, экология и администрация тоже. Почему-то никого из людей нету. Кому мы это говорим и для чего, мне непонятно. Вот сейчас поговорят все люди, все жильцы этого района, а ведь в этом районе железная дорога рядом, автомобильная дорога рядом, ведь там такие высокие эти ваты. Да и во дворе машин очень много, конечно, и этого достаточно хватает. Но когда дают разрешение, действительно нужно, прежде чем написать это, подписать. Они должны согласовать свое решение с жильцами этого района. Недовольство жителей понятно. А вот что говорит Роспотребнадзор? Требования, которые мы предъявляем и предъявляет законодательство Российской Федерации, это получение согласования с органов Роспотребнадзора. В наш адрес поступила копия такого согласования со стороны Роспотребнадзора о том, что данная вышка, значит, соответствует всем существующим и действующим нормам, не создает угрозу здоровью наших жителей, не создает угрозу их жизни. В большем случае, конечно, когда мы сами принимаем такие решения, муниципалитет устанавливает, дает согласование решения установки таких вышек на своих землях, все-таки мы здесь, принимая такие решения, всегда советуемся хотя бы с жителями прилегающих районов. Мы проводим публичные слушания по этому вопросу, мы выслушиваем мнение людей, потому что, вы знаете, порой действительно установка таких вышек, она ведь обусловлена плохим качеством сотовой связи, значит, оказанием интернет-услуг. То есть потребности в таких вышках есть, но я еще раз повторю, когда такое решение принимает муниципалитет на землях муниципальной собственности, все-таки мы обращаемся к жителям. По данному факту, я думаю, что все-таки собственниками земельного участка должна была быть предпринята попытка того, чтобы найти общий язык
с теми людьми, которые проживают в непосредственной близости от данного земельного участка. Можно было вполне грамотно и разумно донести до жителей информацию, значит, показать и доказать безопасность данного сооружения. И жители бы совершенно по-другому отреагировали на вот сам факт установки этой вещи. Они бы поняли, они бы прислушались. Действительно, ответ был дан такой. Но что можно сказать о следующем? Забор, который огораживает территорию, на которой построили вышку, местами отсутствует, что дает возможность беспрепятственно подходить к ней. Должен ли собственник данной территории обеспечить безопасность? Прямая обязанность собственника вот этого сооружения обеспечить безопасность эксплуатации своего сооружения и в первую очередь это, значит, прекратить или обеспечить доступ туда, вернее, закрыть доступ туда для посторонних лиц. Сегодня я знаю, что там вся территория, которая находится вокруг этой вышки, в принципе, не обладает никакими препятствиями для того, чтобы любой молодой человек, взрослый или ребенок просто подошел на территорию вот этого сооружения, соответственно, здесь могут быть всякие последствия, здесь могут быть всякие травмы, не дай бог еще что-то более тяжелое. Поэтому мы, конечно, собственникам будем сейчас работать по этому вопросу, чтобы как минимум было обеспечено туда отсутствие доступа посторонних лиц. Вот как минимум это, чтобы было собственникам обеспечено. По этому направлению мы будем работать с собственником земельного участка. Ответы администрации Роспотребнадзора не удовлетворили запросы жильцов, но на этом они решили не останавливаться и искать решения в других инстанциях на уровне республики. Марина Баринова, Павел Шевченко, Открытая студия.